Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Этот выпуск я бы хотел посвятить двум темам, которые я считаю очень важны. Первое– это коротко обсудить вчерашнюю трагическую новость, а именно смерть Алексея Навального, проанализировать то, что произошло, и то, что мы имеем, да, после его смерти. И вторую новость, ну точнее это не новость, это тема, да, обсуждения, это выборы. Предстоящие выборы президента Российской Федерации. Так называемые выборы. Итак, вчера мы узнали все о том, что умер Алексей Навальный. Точнее, как я сразу у себя написал на канале, он не умер, его убили. Убили, возможно, очень быстро убили. Никто это не знает. Возможно, очень долго убивали. Есть такая информация, уже и распространяется по социальным сетям, по каналам, по различным, о том, что ему подмешивали яд очень долгое время, и что привело в итоге к смерти. Я сразу скажу, что к Навальному я относился не очень хорошо. Я его всегда считал имперцем. Человек, который был далек вообще от нужд и проблем народов Российской Федерации. Всех народов, кроме русского народа. Все мы знаем прекрасно, что он выступал на русских маршах. Был в одних рядах с русскими националистами в свое время, да. Потом он так плавненько отошел от них, перешел в либеральный лагерь, но от своих взглядов не отказался. И его поездки по регионам Российской Федерации, когда он открывал штабы свои, прекрасно показали, что он придерживается всех тех же взглядов, которые были у него именно вот в то время, когда он был русским националистом, да, когда был в рядах русских националистов. Именно конкретно я скажу о его приезде в Татарстан и Башкортостан, где он говорил о том, что когда ему задавали вопросы по поводу договоров, как он смотрит на то, что договоры отменены и их необходимо бы вернуть. Договоры имеются в виду федеративные договоры между республиками и федеральным центром. На что он ответил, что никаких договоров не нужно. Он считает, что никаких договоров не должно быть. Ну и ответил, что вообще в будущем он не видит смысла в национальных республиках. Ну, примерно что-то в этом роде, я сейчас точно не помню. Не буду врать, но факт то конкретно, что он сказал по поводу федеративного договора между республиками и федеральным центром, что таких договоров не должно быть. Первое. По поводу языка. Он сказал конкретно, что национальные языки в национальных республиках, а точнее это государственные языки, они не должны быть обязательными для изучения всех, и в том числе тех, кто не считает, для кого этот язык не является родным языком. Соответственно, он повторил слова, поддержал, точнее, Путина в его решении отменить обязательное изучение национальных государственных языков в национальных республиках. Уже это одно меня всегда, скажем так, от него отворачивало. Но в любом случае он был сторонником смены власти, он был идейным противником Путина, он и был идейным противником режима существующего, он последовательно, сознательно боролся с этим режимом, и он пострадал за свои убеждения. Его посадили на очень долгий, большой срок, и все мы понимали, вот лично я конкретно четко понимал, что он, скорее всего, не выйдет уже никогда. При этом режиме имеется в виду. К сожалению, так и произошло, его убили. Также я считаю, что и наш политический заключенный Айрат Дильмухаметов при этом режиме, скорее всего, не выйдет. Как бы это зловеще и печально
трагически не звучало. Такие люди, как Айрат Дильмухаметов, как Алексей Навальный, они опасны. Опасны для этого государства, для этого режима. Они прекрасно понимают, что им эти люди будут всегда угрожать их существующему строю, угрожать их власти. Поэтому убийство Навального — это, конечно же, большой трагический случай, да, большое трагическое вот то действие, которое произошло, и со смертью Навального закончилась эпоха, я бы сказал, что закончилась эпоха вот этих вот белоленточных либеральных оппозиционеров, которые всегда считали, что режим можно сменить, точнее, режим можно через флажки, через шарики, через мирные протесты выходить митингами, требовать отставки власти, или как там белорусские последователи, да, тоже похожие там либералы, пытались сместить Лукашенко, вставая там носочками на скамеечку, протестуя тем самым. То есть вот этого ненасильственного сопротивления придерживался Навальный. И вся его, ну, скажем так, поддержка, все те многочисленные штабы, все те тысячи, десятки, возможно, и сотни тысяч человек, которые его поддерживали, они все придерживались этих взглядов. И в последнее время, когда уже сидел Навальный, вообще Навальный, он чем прославился? Он прославился тем, что он делал очень хорошо, точнее его штаб, его ФБК, фонд борьбы с коррупцией, они прославились тем, что они делали очень хорошие, очень качественные расследования всех чиновников, их злоупотребления и так далее, да. То есть мы все видели эти знаменитые расследования. В этом они преуспели, в этом они прославились, этим они прославились, в этом они очень сильно, скажем так, калашматили эту власть. Но у них не было никакого четкого действия, как сменить этот режим. Вот я еще раз говорю, они пытались там через какие-то мирные демонстрации, мирные там акции. И даже когда Алексей Навальный совершил, скажем так, самоубийственный подвиг, когда вернулся из Германии самолетом в Россию, он надеялся, я думаю так, да, что он, когда возвращался, он надеялся на то, что если его арестуют, то народ выйдет и сметет эту власть. Потому что когда его арестовали, буквально там через день или через 2 дня вышло расследование о Путине, да, знаменитое вот это вот. Люди вышли, вышло очень много людей, у нас в Уфе вышло что-то около 4-5 тысяч человек, но смены власти не произошло. Почему? Потому что это были мирные протесты. И они не были настроены на долгий процесс протеста, как это было в Украине на Майдане, да? То есть там люди вышли раз и навсегда и не уходили до тех пор, пока власть не сменили. Здесь этого не было изначально, и запланировано этого не было. И сторонники Навального, Волков, Жданов там, и все остальные, Певчих, они сказали, что мы будем, то есть они сказали, что мы будем бороться через санкции. То есть вот это их был план действий. И в последующем, сколько лет уже сидел после этого Навальный, скажем так, вот эта вот либеральная тема мирного протеста, она не сдвинулась вообще ни на йоту. И даже вот последние их вот эти вот глупые и вредные решения по поводу выборов, к которым я сейчас перейду, выборов вот президента, вот это вот умное голосование, которое они до этого все время говорили, и сейчас они продолжают про это говорить, про умное голосование. Это просто уже смешно, это наивно, это инфантильно, я считаю. И поэтому, вот я еще раз говорю, что с эпохой, с Навальным ушла эпоха вот этого вот мирного либерального протеста. Сейчас все поняли, что этот режим, он убивал. Вспомним, сколько до этого людей, известных людей он убил, да, и Политковская, и Листьев,
и Немцов, и сейчас это Навальный, и сколько убьет еще. И если сейчас сторонники Навального, ФБК и все остальные не сменят свой курс по отношению, именно как действовать по отношению к этому преступному режиму, к путинскому, то они, скорее всего, просто уже перестанут существовать как реальная какая-то сила. Но они, я думаю, что, если, еще раз говорю, они не сменят курс на более радикальный, они перестанут существовать. Почему? Потому что и раньше их объединял только Навальный. Эта фигура, она объединяла их, они вместе держались только за счет него. Сейчас его нет, они все друг с другом там передерутся, скорее всего. Потому что нет объединяющей цели, нет объединяющего лидера. Так что вот такая ситуация с Навальным. И я напомню, что хоть я относился к нему плохо, как к имперцу, но все же, еще раз, я говорю, что я его уважал и уважаю как человека-борца, который пострадал за свои убеждения. И все, кто отзывается о нем плохо, я считаю, что сейчас оно говорить об этом неправильно, и нельзя так. Человек принял мученическую смерть в застенках, и для нас, для башкирского национального движения, должно быть четко понятно, еще раз говорю, что режим убивает. Если он убил Навального, то убить наших политических заключенных, которых на сегодняшний момент больше, чем, наверное, всех политических заключенных вместе взятых всех национальных республик, у нас у башкир их больше всех. Напомню, что это и Айрат Дильмухаметов, это и Рамиля Саитова, и Фаиль Алсынов, это и Лилия Чанышева, это и Рустем Мулюков, это и Рустам Фарареддинов, это 70, уже 2 или 76 наших задержанных, на которых заведены уголовные дела. Там на 50 с лишним человек заведены уголовные дела. Это все политические заключенные наши. И все они сейчас в застенках. Поэтому мирно этот режим снести не получится. Только через силу, применяя физическую силу, через силовое решение можно сместить этот режим. Теперь переходим ко второму вопросу по поводу выборов. Насчет выборов, нет, я думаю, что я запишу еще одно видео, и в следующем своем видео я вам расскажу о том, что делать на выборах. Это мое мнение, как я считаю, нужно правильно поступить на выборах, которые будут в марте. Выборы имеются в виду президента Российской Федерации. Спасибо за внимание.